почти 100% земель Кутаркалинского района, 80% земель в руках отгонного животноводства. Балагайын айта, ойгуз это бы театр му? Ойгуз адамны балагайын айта. Неоднократно, вот, я как работник администрации, мы неоднократно обращались в ходе рабочих моментов, чтобы вот этот закон отгонного животноводства, как утративший, уже устаревший и не отвечающий современным требованиям, чтобы его как бы либо модернизировали, либо вообще отменили, потому что сегодняшним реалиям он вообще не отвечает. И как вы знаете, Кумтаркалинский район является как бы одним из промышленных районов Республики Дагестан в последнее время. Там множество заводов и так далее, все строится. Соответственно, когда заходит речь о дальнейшем развитии вот этого промышленного парка, она всегда останавливается на том месте, где решается вопрос о выделении земель дополнительных. Потому что свободных земель у самого района для расширения вот этих промышленных парков нет. Поэтому вопрос стоит об отъеме вот этих земель отгонного животноводства в пользу развития промышленности в районе. Соответственно, когда мы неоднократно обращались, чтобы вот это развитие шло за счет земель отгонного животноводства, почему-то, да, потому что сказано, да, есть и среди нас тоже, которые ставят палки в колеса. Ну и говоря о законе об отгонном животноводстве, вот со стороны правительства вот иногда как бы встречаешь понимание, как бы человеческое понимание мы находим. А вот когда речь заходит о прямых действиях, о непосредственных действиях, которые должны привести к изменению этого закона, мы этого не видим. Развитие идет внутри пока самого поселения, например, как Маскала, Тюбе, Алмало и так далее. Но более широкое развитие останавливает земельный вопрос. Когда необходимо, даже тот же закон, который гласит, что если мы изымаем землю у скота прогонной трассы, мы должны отдать его из муниципальных земель, которые, то есть равновеликий обмен. Это, то есть получается, государство себе же строит, и у нас же забирает ту же землю, которая ей необходима. То есть это как бы закон не только несправедливый, но не отвечает духу времени сегодняшнего, в котором мы живем. Салом. Атай, значит, Атайга баракалла. Ойлашабыз. Атай, биттин. Я вот как решение вопроса, и как решение вопроса надо либо отменить вот закон о отгонном животноводстве. И второе, говоря вот о том, сколько на кого приходится гектаров, если взять на каждого жителя, есть некоторые поселения, например, горных районов в нашем районе, которых, например, тот же Сагратер, у которого около 40 тысяч гектаров, у некоторых 16 тысяч гектаров, то есть 16, 18 тысяч и 14 тысяч гектаров. То есть самое большое поселение, например, как Москва, она занимает около 7-8 тысяч гектаров. То есть о какой справедливости может речь идти, когда у них не только у нас, но и в других районах, в Абаевском, в Карабахинском, других. Это все мы знаем, Салом баракалла, и единственное, что отрадно утрупал, что мы здесь собрались, обычно целью, чтобы узнать, с кем можно на местах работать. Обычно, грубо скажу, администрации работники мышуются.